Бутербродик с красной икрой. Спасибо. Мама меня напоследок балует вкусняшками. Сегодня у нас прощальный ужин. Завтра уже лететь. Все, закончился твой отдых. Ну, зарядился. За лето получил много хороших эмоций, которых тебе должно хватить на суровую якутскую зиму. И на плодотворную работу. Вот я Понятно, да, чтобы ты зимой настраивался. плодотворно поработал, чтобы все получилось у тебя. Ну, чтобы учеба шла хорошо. Надо доучиться. Учеба это как бы... Может, красный диплом смогу получить? Да. Вдруг? А то у нас ты... Почищу карму предыдущей учебы. Если не получишь красный, ты как-то у Лены 3 красных, а у тебя что, не будет, что ли? Надо следовать, да. Спасибо. Так что, ну, я вот рюмочку выпью пивка, стаканчик пивка, чтобы ты хорошо добрался, долетел хорошо. Ну, в общем, за все самое хорошее, чтобы все было в жизни хорошо. И я тебе желаю тоже хорошей дороги, чтобы тебя там друзья встретили, чтобы ты вернулся в свою родную Якутию, это вторая родина твоя, и чтобы всегда было у тебя здоровье и счастье и удача в твоей творческой деятельности. Спасибо большое. Чтобы все было хорошо. Спасибо. Ну и, конечно, не забывай про учебу. Да, сейчас тоже. год. Да, постарайся да, уже такой акцент на учебу. с учебой, чтобы все было хорошо. Ну, удачи. Этот год у меня получается выпускной. Сейчас с учебой надо магистратуру закончить. Так что еду немножко запоздало домой. Сейчас 24 октября у нас завтра вылетаю. Почти 5 месяцев я отдыхал. Ну, пора и честь знать, как говорится. Едем домой. Из дома в дом работать. Дальше с мамой, с папой прощаюсь. Буду скучать, конечно, очень сильно. Мы тоже будем Спасибо скучать. За все хочу сказать. Очень меня мама с папой поддерживали. И сейчас вот такой непростой период. Но вот поддержка колоссальная от родителей. Мама, спасибо огромное за это. Очень-очень сильно ценю. Правда. Ты будешь говорить, я? Сейчас, подожди. Привет, Якутия. Привет из Ленинградской области. Значит, мы провожаем Игорька. Ну, хорошей дороги и... Всем привет. Всем большой привет от нас. Встречайте Игоря. Да. Ну все, мамуля собрала меня, помогла. Спасибо большое. Папа на работе. Вчера мы с ним попрощались. Надо ехать. Хорошо, что мы дистанционно Добрый путь, Игорь. всегда общаемся, да. С папой так необычно вчера попрощались, он лег спать, то есть в одной квартире находимся, но уже попрощались. Сегодня во сколько он? В 6 утра на работу поехал. Сейчас мандраж пройдет уже в самолете. Пока перевес, как обычно, в одном, в другом рюкзаке. Все нормально, Игорь. Всегда стресс. Как всегда, меня Вова провожает до аэропорта. Красавчик. Всем привет. Здорово, Ван. Спасибо тебе еще раз, очередной раз. Выручаешь нас. Ну, сейчас загружаемся, давай. И едем. Это вот мой двор, где я вырос. Провел все детство. Лазил там по чердакам. По подвалам тут тоже было дело. Детство было веселое. Все, мамуль. Счастливо. Добрый путь. Давай, пока. Папе привет. Хорошо. Не скучайте тут, звоните, Давай. пишите. Счастливенько. О, красавчик, что бы без тебя делал, а? Вот вообще. В тот раз ты меня отвозил в аэропорт, когда я приезжал, да, зимой? Ага. Потом нас с мамой отвозил в этот еще, На поезд, да. на поезд. И вот сейчас, да, красавчик. Очень тебе благодарен, выручаешь, конечно. Вот мы с Вовой с детства дружили, в детстве, потом большой период не общались, и вот буквально недавно стали опять очень плотно так дружить. Но я еду к своим друзьям уже в Якутии, тоже там ждут. Женя с Аней меня должны встречать. Ну да, тебя Скучают там тоже, да. Месяцев 5 5 месяцев почти, да, не было у меня в Якутске. Хоть как бы не было тоскливо уезжать отсюда, с родных мест, где я вырос, но радостно ехать обратно в Якутию, я уже соскучился. Поэтому такие чувства двоякие. Посадку в аэропорту города Якутск. Ну, наконец-то. Звуки Якутии встречают меня. Откуда звук? Откуда звук? Анютка тут без меня научилась играть, оказывается. Чуть-чуть. Вот Женя
С Анюткой встречают меня красавчики, проспали, я их разбудил, и уже ожидая багажа. Ну вы пули прилетели, на самом деле, я вообще даже не ждал. Спасибо вам, друзья, что вы так рано встали, я обычно такого не делаю. Да, мы знаем, Они молодцы. Ну теперь я должен вам, получается. Эх. Родной Якутск. Погодка у нас -6. Да, шикарно вообще. Я думал, что я замерзну в своих летних шмотках, а ничего. По улице походить можно. Сейчас меня. Ну. Ребята везут меня домой. Мы, наверное, отдохнем, поспим еще сегодня, а вечером встретимся, погуляем чуть-чуть. Сейчас мы точно отдохнем. Вот их брендовая машина, ребят. ПМ недвижимость. А туда большой сюда поместится, да? Я не знаю, должен, наверное, залезть. Сейчас давай вырубаюсь тогда. А пока, друзья, я поделюсь с вами, как я провел это лето. Заехал еще к ребятам, своим друзьям питерским. 1 июня, тепло попрощавшись с друзьями в Якутске, понимая, что уезжая надолго, я сел в самолет и радостно полетел к родителям в Питер. А вернее в Сосновый Бор, мой родной городок Ленинградской области, город атомщиков. Я не видел их уже 1,5 года и очень соскучился. Сюрприз. Игорь говорит, надо открыть, говорит, ворота надо. Здравствуйте. Я, как всегда, оператор. Вот и добрался, доехал. Ну, у нас тут холодильник. Знакомьтесь, кто не знает, даже знает. Мама, папа, Ольга Ивановна, Александр Сергеевич. Шапку-то мне Прошу берём, какая любить и жаловать. красивая, а ты тут это самое. Меня... Да, дачный. Мама, ты окрошку сделала? Сделала, конечно. Окрошка, да, окрошка вас ждет, да, Окрошечка, окрошка да, ждет. селедочка. Мишаня, быстренько окрошку поешь. У мамы вкуснющая окрошка, моя любимая, на кефире. Очень прошу готовить. Не, ну Да, а рассольник, кто их не любит? Я тоже Ну, люблю да. рассольник, солянку, еще рыбную солянку я делаю в духовке, знаешь, иногда это, в горшке. Раз, С оливками. да, оливки там обжариваю там. Спасибо тебе огромное. Все, дорогой. Увидимся, надеюсь. Значит, потом осенью на Илюхе может увидимся. Клубника уже цветет. Ох, новая тепличка. Вон же помидоры висят. Это москвич, самый любимый мой сорт. Прям. Это вот рукола. Салатик. Там огурцы рассадные. Класс. 17 метров, вот так, по полукругу. И ты один вот этот щит как бы контролируешь. Все делаешь. Смотрю по приборам, что вырос перепад. Перепад это от давления снизу и сверху, разное давление. А, значит, фильтр забитый, да? Значит, Там? забитый, да. А. Я его отключаю, отсекаю и начинаю делать какие-то процессы, чтобы освободить его от этого фильтра. Все это сделал, опорожнил, все это опять заполнил, все, он у меня готов. Я его по новой опять там запускаю в работу. Папа на атомной электростанции Ленинградской работает уже. Сколько лет ты? Уже ветеран труда? 45. 45 лет уже. Обалдеть. Это щит, Столько не живут. наизусть знаешь, наверное, это щит, да? Ну да. Ладно, спи. А вот и мой отчий дом. Здесь я вырос. В этом дворе я гулял. Маленький. Все детство я тут провел. Папа у нас вернулся с рыбалки. Папа, я мечтал давно привезти тебе с Якутии якутский подарок. Подарок? Доставай. Ну, завтра проверим. Давай завтра посмотрим, как она работает. Да, как раз. посмотрим, как он по завтра щучке. по рыбе работает. Все, Ну, теперь у тебя есть настоящий якутский Да, нож. теперь Пап. у меня настоящий якутский нож. Все, теперь. Папа у нас съездил на рыбалку в Выборгский залив. За Выборг туда и поймал рекордную в этом году щуку свою. 4 килограмма. Самая большая, да? И сейчас разделываем ее якутским ножом. Ты какой вообще самый крупный ловил? Вот это одна из самых крупных. Я решил подарить подарки якутские маме с папой. Привезти с любовью частичку Якутии. Вот это украшение женское называется Илин Кибихер. Елень Кикимбер. Кибихер. Там не так просто все эти дифтонги выговорить. Вот, и девушке красивое платье якутские. У тебя немножко не совсем якутское, но тоже красивое. Потом поедем в Крым, еще и за Лену с Василисой. Ой, мы с мамой едем в Крым. Так, мы же вообще никогда так давно не ездили. Только маленькие, когда в деревню катались на поезде, поэтому очень предвкушаю этот момент. Да, давно не ездили. 2 суток на поезде, потом на югах, там в Крыму отдыхать будем. Здорово, Мамуль, очень. Все, пап, давай. Давайте, пока-пока-пока. Погнали. Ты его не закрыл? Нет. А то папа стоит.
Ну что, позвони. А дальше предстояла увлекательная поездка с мамой на поезде в Крым, в Севастополь, на свадьбу к любимой сестренке. Ведь скоро мы ожидали пополнения в семье. Это ли не настоящее летнее чудо? Постановочный кадр. Добро пожаловать в Севастополь. Воздух Севастополя. Бабушка и внучка. Привет, Васюня. Ну давай, спрыгивай. Твой подарок пришел. Привет. Ну а после всех празднований ко мне из Соснового Бора приехал мой друг Данила. И мы с ним на машине сестренки поехали по южному берегу Крыма. По сути, куда глаза глядят. И ко мне приехал друг Данила, это мой одногруппник. Значит, я знаком уже сколько лет, много лет мы знакомы. В общем, вот, еще в апреле созвонились, договорились, давай-ка, может быть, встретимся. Я говорю, я еду в Крым, приезжай ко мне в Крым. От солнца немного спрятались. Сегодня с 8 утра уже просто пекло. Солнце достаточно высоко. Я заснял. Конечно же, якутский нож всегда со мной. Историческое здание. Номер нам в сутки обходится 2500. В принципе, все, что нужно, необходимое есть. И посмотрите, какой шикарный вид. Прям вот выходишь, вон там лестница. Спустился и... Ну вот и Балаклава. Приезжая из бухты, куча пляжей есть разных. Здесь уже более людно. Ну что, Дань, как ты тут? В тенечке. Под шум цикад. Приятного аппетита. Давай. Удачи. Даня, да. Хорошей дороги, еще увидимся в бару у нас дома. Пока-пока. Я остался один и немножко поделюсь с вами. Уже катаюсь. Ну, куда глаза глядят, вот это здорово. Сейчас я нахожусь на горе Сирентау. Поставил палатку, но я в ней не спал, она у меня такая, как техническая оказалась. Потому что сплю я в гамаке. Вот такое место, это Бахчисарайский район. Я прожил здесь 2 ночи, считай, 3 дня. Цикады замучили, если честно. Спать невозможно, они с утра начинают скворчать. Вот такие виды. Вот так я размещаюсь. От солнца постоянно прячусь в тени. Чаек и мое спальное место, мой любимый гамак. В таком классном видовом месте можно ночевать, засыпать с таким видом, просыпаться с таким видом. Это очень здорово. Это кайф просто. Крым, конечно, сказочное место. В итоге я уже один путешествовал куда хотелось, даже ничего не снимая, а просто наслаждаясь этим уникальным краем. Несколько дней побыл в гостях у якутянина Германа Арбугаева. 5 лет назад он переехал в Крым и очень тут увлекся соколиной охотой. Солнечно сели. Такие улочки прикольные. Хотел бы тут пожить, вон коровы. Хозяйство тут люди ведут. Класс. И вроде бы нам вон туда, не знаю. Не знаю. Перед тем, как его пускать, надо его взвесить, чтобы понимать, какой вес. Что-то
это вот вы уходите. Я фильм той смотрю. На Новосибирские острова. Ага. Класс вообще. В мире животных у нас сегодня. Это у нас Емеля. Сойка. Тараканов кушают. Тут тараканы, да? Ух ты, Да. живые? Конечно, это рядом. Ферма тараканов. А это вы здесь прям разводите? Да, вот ты видишь. Я так и знал, что меня можно в юрте разместить. Супер. Ну, а в другом месте можно. Не-не, Пока отлично. ремонт в доме идет. Самое лучшее место. Я наоборот очень на это надеялся. Да? Мгм. Я никогда в юртах не жил. Вот сегодня сколько мне первый раз. Первый раз вижу сокола вот так вот близко. Трогаю ее первый раз. Увидим первый раз, как они летают. А ну-ка давай. О, пошел. Сейчас идет послушание. Потом уже будет это. На дичь, на таска. Собаки должны четко работать. Пейзаж становится все красивее и красивее. Солнце немножко выходит. Здесь посмотреть на тех. Билеты тут. А, на ежи. Да. Сейчас я, подожди, сниму чуть-чуть и тебя обниму. Да я Подожди. знаю, что ты здесь снимаешь. Я до конца дошел. Я ходил. Так, друзья, мой отдых в Крыму закончился, к сожалению. Почти 1,5 месяца я там пробыл. Я приехал уже в родные земли, Воронежскую область. Сейчас мы находимся в Россоши. И минут 20 где-то ехать на машине до моей деревни Подгорная. С детства каждое лето меня отвозили к бабушке на все лето. И буквально вот до 30, не знаю, много-много лет. Это мои родные края. Здесь я рос, здесь я вырос, здесь мои друзья детства. Вот сейчас меня встретили. Очень-очень сейчас душевно вообще быть здесь и встретиться со всеми моими друзьями, родными. Так что поделюсь этим с вами. А горох есть? Я помню, горох мы маленький собирали. Уже сухой? Не успели. Вот Серега сидим, вспоминаем наше детство. Как мелкие росли вместе на одной улице. Вот там аж через огород практически были, получается, да? Раньше мы с семьей собирались сюда, прям целая экспедиция. Сейчас тут уже камыши. Ну, рыбалка есть, я смотрю, сидят рыбаки. Ну, вот здесь мы с этой стороны, у нас был пляжик. Вот на заводе все парни трудятся. Такое градообразующее предприятие. Один из самых современных, кстати, цементных заводов Европы. Поселок городского типа. Подгоринский. Вот мы въезжаем. Разделен он на 2 части. Железной дорогой. И вот ближайший переезд. Мы, считай, проехали весь поселок. Нам сейчас обратно надо возвращаться, чтобы мне домой доехать. Серега вот тут живет, да? Здесь же у тебя прям вот дом? Дом, синий забор. А, синий забор, да. Заехали к Сереге. У них тут хозяйство, огород. Вот помидоры растут прямо вот так на грядках. Перцы, капуста, ну понятно, картошка. Несушки, вот петух. О, сколько у вас тут петухов? 2 целых. А есть яйцо сырое? Дашь попить? Прямо из-под курицы, давай, открывай. Серьезно будешь? Серьезно, конечно, конечно. Я же... Когда сидит, такой какой-то. Ну, и- Только встал. О, молодец, только встала, да? Тепленькая, наверное, еще. Ох ты, о. Спасибо, курочка, где там она? Она на улице бегает. Класс. Надо только помыть. Зачем помыть, она свежая. Ну, она же из попы курицы вылезла все-таки. Я все-таки помою. Как я кушаю сырые яйца? Покажу вам. Берем ножик, помыли яйцо. С одной стороны так чик, чуть-чуть, и с другой стороны сюда можно сверху солички. Очень вкусно.
Можно кому-нибудь так вот кинуть. Вон Серегина мастерская. Сделал дом, сам построил. Потом, ну, все отделал. Тут навес в этом году недавно буквально. Гаражу, пристройку там посидеть. Все своими руками. И вот цех, мастерская. Тоже отучился на сварщика. И теперь делает кузовные работы. Вот на это тебя никто не учил. Ты сам. Правильно же я помню? Что просто захотел делать и начал делать. И вот сейчас постоянно есть всегда клиенты. Вот сейчас мне показывал, как такие работы делаются. Где там это устройство? Так вот прикладывается аппарат сварной. Оттягивается. И вот потихоньку так вот кузов весь вытягивается. Потом грунтуется, шпаклюется, красится, что-то такое тут, да? И все, машина как новенькая. Вот очередной клиент стоит. И вот наш райцентр. Здесь мы раньше постоянно ходили на дискотеки, гуляли. Вообще родное место — это хутор Луговое. Вот наша первая остановка, где мы постоянно в юности тусовались по ночам. Магазинчик вот здесь. Ну и все осталось. Родное место, все та же остановка, да. Другая молодежь уже тусуется. Асфальт сделали, кстати. Да, там много осталось. Раньше был до сюда только асфальт, вот его сделали, но вот вообще как прям вот стало как-то не по-деревенски. Раньше идешь, яма, то канава, как говорится. Огороды у людей. Вот наш домик да? родной, да. Ой, мы в таком виде вы нас снимаете. Приветик. Ну он же не отстанет. Племяшка моя, вот сестренка, тетя Наташина дочка, моя двоюродная сестренка Иришка родила Полечку и Да, Егорка. Где ты? внучка моя, там Егорка. во дворе. А Ира дома? Да, да, тоже? да, все ж, конечно. Ну. Привет. Серегу помнишь? Да, конечно, помню. Вот это Иришка, двоюродная сестренка, Видеосъемка. самая наша, одна из самых Он меня младших заставил. наших. Я ее вот такую поняла. маленькую вот воспитывал, было время. А сейчас у нее у самой уже, вон такие маленькие. детей. Саша тут тоже, да? Не, Саша Воронеж. А, Воронеж, да? На. Егорку. Вот наш двор. Здесь, конечно, у нас раньше было немножко не так, когда мы были маленькие, да? Да, Сейчас папа всё. все переделал. Да. Папа вот Ирин, Андрей, все вот у нас шикарно делает, да? Вот как руки, золотые руки, да, на самом деле. точно. у него, да. Сынок, Егорка. ну иди поздоровайся, иди Привет. знакомиться. Побежал. 3 года. Это да. Сколько ему? 3 года. 3 годика, да? Ну, он же не знает, кто такой дядька. Вот ни разу не видел вообще. Конечно. Ни племешей. Вот. Поэтому еще привыкать долго будет. Да? Долго? Вот ты подгадал, когда подъехать, да, все родственники Мы тут, сейчас да? будем это- Ну, да, видишь, как бы. И Ира же с Олей тоже приехали. Я знаю. Наша летняя кухня, вот наш двор детства. Все вот здесь у нас погреб. Там... А где коровник? Ух ты, как все по-другому стало. Егорка, здесь же все вообще не так было. Туалет здесь стоял. О, вообще все по-другому, представляешь? Да. Я... Так все быстро. Быстро, да. Не знаю как. Вот там баньку Андрей сделал. Это бассейн очень наш. Садимся за праздничный стол. Егорка, садись, давай. Мы же сейчас будем фотографироваться. Садимся, все. Опа. За вкусный стол. Тетя Наташа всегда меня очень вкусно встречает. И всегда я здесь живу и вкусно-вкусно всегда кушаю. На пару недель я тут, наверное, застряну. Правильно, там можешь до моего А то и приезда. на 3. Или до 10 сентября. Оля, ку-ку. Тетя Наташа уезжает, я буду следить за домом. Да. Ну все, всем приятного аппетита. На сегодня съемку заканчиваем, наверное, потому что я уже устал. Всем пока-пока. Остальное вам Всем покажу привет, уже потом. Завтра, да. Полечка. Пока. Помаши, Полечка, помаши. Помаши, Егорка, мамочка. помаши. Нас будет по телевизору показывать. Сегодня я тетю Наташу провожаю в Крым. На поезде с Питера едет мама с племяшкой, с Василисой. Сейчас я их встречу на 10 минуточек. Тетю Наташу посажу, провожу. И остаюсь тут еще на пару недель в деревне. Сторожить наш семейный дом. Чтобы тетя Наташа не волновалась, не переживала, да? Хорошо отдохнула. Все будет хорошо. А я проскочил, мамуля, привет. Сейчас, давай, слезай, Васюнечка. Племяшка Васюня тут тоже. А то он тормознул и по дороге. Двоюродный брат Билеты проверяли. мамы, дядя Вова. Ну все, семья в сборе. Хоть чуть-чуть повидаемся. Ну давайте, хорошей дороги, хорошего отдыха. Крыму привет. Леночке привет. Анютке привет. У нас родилась
Племяшка, пока меня не было, да? Ну давайте, все. Чао. Все, давайте, пока. 22 августа у нас была радостная новость. Во-первых, в этот день мы дошли до острова Бенетта, и с нашей командой мы в группе там отмечали, радовались, всех поздравляли. И тут же приходит от сестренки сообщение, что она наконец родила мне племяшку, себе дочку, маме внучку, Василисе сестренку. Вот такая вот еще вот радостная новость буквально вот на днях у нас произошла. Я остался один в доме, в нашем семейном доме, в котором я рос маленький, постоянно к бабушке сюда приезжал. Дедушки у нас рано не стало, я был совсем малюсенький, еще годик не был. Вот здесь каждое лето сюда нас отвозили. Я, наверное, уже говорил, не знаю, но повторюсь, сейчас вот я какие-то чувства испытываю просто нереальные. Какое-то погружение к корням, на самом деле, это тоже очень важный момент. Здесь вот я маленький бегал, играл, вот эти все места, я даже в этих вот кроличьих клетках прятался, я помню, сидел, они вот те самые, которые были тогда в детстве. Погреб вот этот всегда у нас был. Ну, Андрей здесь много переделал, муж тетя Наташи. Вообще у него золотые руки, на самом деле. Вот. И запах здесь тот же самый абсолютно. Картошки вот накопали. Ну, у нас получилось сколько? 2 мешка нормальные. Вот тут наши всякие закрутки. Тоже сказал, кушай, что хочешь. Вот такая красота. Наш огород. Маленький, помню, здесь жуков карлатских собирали. Это была такая отдельная история. Надо мне поливать капусту. Но сейчас были дожди, можно пока не поливать. Помидорчики кушать. Обязательно еще много здесь, Наташа. И вот здесь немного картошки было совсем. 5 рядков или 6. И вот за несколько часов все это выкопал. Под дождик и под сектор газа. Много плодоносных деревьев растет, но я не успел, конечно, на все это. Вишня. Вишню я очень люблю. Груши. Я же даже не пойму, конечно, уже, наверное, забыл, какие где деревья. Вот это, по-моему, яблоня. С деревней у меня связаны самые мои яркие детские воспоминания. И вот юность начала, я здесь гулять начал, тусоваться, с девчонками там встречаться. Все это вот ну, здесь, под Горном, происходило. И от этого еще вот теплее на душе, когда сюда приезжаешь. Такая память. Надо же, сколько в Крыму катался, хотел покрупнее богомола найти. Так и не получилось. Они, кажется, и здесь есть. Нашел ему отличное местечко, где много мух. Думаю, тут он будет сыт. Может сидеть тут, охотиться вечно. А вот и ежик пришел на кормежку. Ну, пошел разгул стихии. Днем еще солнышко светило, жара. А сейчас вон ливень. Как заливает. Здесь всегда так в деревне может вообще жестко дожди идти. По крайней мере, раньше так было, сейчас не знаю. Ой, вкусняшка. Работы завершены, вот траву всю тут прополол. Ну, с приездом отдохнувших, загоревших. Привет. С Крыма.
Мамулечка, привет, привет. Мама сейчас едет домой и ждет меня через 2-3 дня, я вернусь. Да. 12-го, через 3 дня. У Сереги дома. Вот с ним, вот с Витьком вместе и с Серегой мы втроем сделали вот эту плитку здесь. Это природный камень. Тут каждое нужно подгонять. Они все разного размера. Очень такой необычный труд. И у меня неплохо получилось. Вот такая вот у Сереги мангальная зона. Я послезавтра уезжаю, поэтому он пообещал, что накроет поляну вкусную. О, класс. И вот сейчас отвезу тетю Наташу домой, машину починим немножко и отдохнем. Поедим мяска, картошки жареной. Красота с пацанами. Ну что, начинается сбор вещей. Завтра мне уже в дорогу. Увы, все пролетает быстро. Не хочется уезжать, если честно. Мне прям что-то здесь так хорошо дома. На родной земле, но ехать надо. Напоследок нагуляться. Тубзик. Прощаюсь я с родными краями. Да нет, там все почти сложно. Все. Папа, привет, встретил меня. Привет, встретил. С моими вещами, потому что один я не доберусь. Все, выходим в Питер. Наконец я снова в Питере. И вот наше здание петербургской недвижимости, Сэтл Сити здесь. Много лет я отдал этому предприятию. 7,5 лет. Погода сегодня шикарная. 60. Ну и вот наш зеленый городок, Сосновый Бор. Тут я вырос, окончил школу. Вот он, наш родной. Вот наши родные дворы. Здесь я маленький. Бегал везде, гулял. На подвалах, на чердаках. Мамуля встречает, поможет нам вещи натащить. Говорит, не надо вам надрываться. Возьмешь маленький пакетик тогда. Конечно, надо помочь. Ну все, я дома. Ура, ура. Моя детская комната. Так, ну, мамуль, что там у нас вкусненького? Окрошечка. О, вот это мы любим. Закрытие сезона. Мама предупредила, что ждет тебя крошка. Да, у меня аж слюни потекли только от одного упоминания о ней. Нет, и шубка. И шуба. О, класс. Ну что ж, приятного аппетита. Как хорошо дома. Ну все, друзья, всем счастливо. Вот я попутешествовал по родным местам. Пора готовиться к Якутии, к плотной работе. Планирую сделать большой фильм к весне. Выпускная работа по магистратуре. Не к весне, а к июню. К лету получается. Так что работы предстоит очень-очень много. Все, всем счастливо. До скорых встреч. Пока. Я надеюсь, я не в кадре. В кадре. И ем? И Я думал, я не в кадре. Да, ну все. А я кушаю. Мгм.